В эфире программы «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии работает Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Айсен Николаев встретился с тяжелоранеными бойцами из Якутии в Подмосковье. О встрече. В Якутске готовится к сдаче детского сада и интерната для детей с особенностями здоровья. О завершающих работах. Более 50 лет под водой пенсионер на улице Новокарьерной Якутска борется со своей проблемой практически один на один. Настольная игра студентки СВФУ о культуре речи признана лучшей на всероссийском конкурсе. Во Владивостоке якутское землячество организовало мероприятие «Интернациональный волейбол». 8 команд разных национальностей соревновались в волейболе. Все причастные к удару по Стребельску должны быть установлены и понести заслуженные наказания. Об этом 1 июня заявил президент России Владимир Путин. Президент также поручил продолжить работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и выявлению лиц, причастных к атаке. ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа 22 мая. По факту трагедии, в результате которой погиб 21 человек, еще 65 пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека. Потеряли своих детей, внуков. Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. Айсен Николаев посетил Национальный медцентр высоких медицинских технологий в подмосковном Красногорске. В стационаре клиники применяют самые передовые технологии в лечении и реабилитации участников СВО. Подробности со встречи с тяжелоранеными бойцами из Якутии узнаем далее. В главный госпиталь имени Вишневского поступают бойцы с передовой с самыми сложными военными травмами. Опытным врачам в гибридных операционных здесь ассистируют роботы, подключенные к отечественным сервисам. Наш многопрофильный стационар имеет 3 робота, которые позволяют нам выполнять робота-ассоциированные, ассистированные операции у пациентов травматологического профиля. Мы выполняем эндопротезирование коленных суставов, которое позволяет минимизировать послеоперационный период, которое позволяет минимизировать кровопотерю, у них уменьшается болевой синдром, и они максимально быстро встают уже на ноги. Иван Никулин из Уснера был мобилизован в 22 году. Работал на фабрике Сарылах-Сурьма, когда ему вручили повестку. В зоне специальной военной операции боец служит оператором БПЛА в Сумском направлении. После 3-го ранения был эвакуирован в Москву и экстренно прооперирован хирургами Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени Вишневского. Отдельное спасибо волонтерам якутским сказать, вообще республики, Якутии, администрации, потому что помощь очень, вот с другими регионами общаюсь, пацаны, постоянно говорят, а что вам помогают, что ли, волонтеры, а что это? Ну, мы тоже вот с родной земли немножко продовольствия привезли. Что, давай, выздоравливай, главное, становись быстрее на ноги. Спасибо тебе за Спасибо вам большое. Труд твой ратный. Ну и главное, чтобы здоровье было. Ну, а врачи здесь хорошие. Уверен, что все нормально будет. Так точно, да. Не сомневаюсь. Настрой у тебя хороший, молодец. Да, хорошо. Не унываем никогда. В травматологическом отделении бойцу с позывным «Алмаз» Айсен Николаев передал мобильный телефон с симкой для связи с родными. 3 мая в ходе выполнения боевого задания Семен со служивцем нарвался на заминированную врагами тропу, подорвался на 5 минах и чудом остался жив. Телефон бойца с осколками от кассетных мин был полностью уничтожен. От врачей они тоже устают. Некоторые из них лечатся месяцами. И, конечно же, когда добрые слова, добрые люди приезжают с родных мест,
оказывают им моральную поддержку, что-то привозят, может быть, из дома, какие-то теплые весточки. Это их стимулирует еще больше на скорейшее выздоровление и восстановление в строй. Туяра Константинова, Айтал Байтунов, Москва. Правительство России утвердило обновленные правила предоставления платных медицинских услуг. Так, договоры на платные медуслуги теперь можно будет заключать дистанционно, как на официальном сайте медорганизации, так и через ее мобильное приложение. Новые требования вступают в силу 1 сентября 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года. Участники СВО смогут без лишних формальностей получать медпомощь в гражданских клиниках. Статус ветерана спецоперации будет автоматически отражаться в единой цифровой базе ОМС. Ежегодно в Якутии рождается около 250 детей с диагнозом «врожденный порок сердца». На сегодня с таким диагнозом состоят на учете порядка 5000 младенцев, и каждому третьему из них требуется хирургическое вмешательство. Подробнее расскажет Анастасия Пуляева. Врожденные пороки сердца формируются у детей еще внутриутробно. Выявить патологию врачам помогают современные методы диагностики – эхокардиография, УЗИ и ЭКГ. С 2016 года спасением таких пациентов занимается отделение сердечно-сосудистой хирургии педиатрического центра. Здесь лечат детей со всей республики, от новорожденных до подростков 18 лет. Применяем различные технологии, то есть это открытые операции, в том числе и закрытые операции, это эндоваскулярные методики. Открытые операции мы в основном делаем с применением искусственного кровообращения детям новорожденным и до 17 лет. Ну, в республике вообще у нас проходит диспансерный учет около 2500 детей ежегодно, которые проходят операции в нашем центре и в других центрах России. Отделение рассчитано на 10 коек, включая 2 в составе группы реанимации. В год здесь проводят около 100 операций. В этом же году хирурги выполнили уже порядка 40 вмешательств, половину из которых на открытом сердце. Среди тех, чья жизнь вне опасности, маленькая Сияна, ей всего год и 8 месяцев. Сердце у него с рождения тоже открытые 2 окна. Вот, одну оперировали сегодня 4-й день. После 1-го дня сразу перевели в палату, так как она уже хорошо отреагировала. Сейчас очень хорошо чувствует, бегает, ходит, чуть-чуть только болит. Состояние хорошее, стабильное. Очень благодарна хирургам, работникам, всем работникам медцентра. Детская кардиология – лишь часть большой работы Национального центра медицины. Всего в составе педиатрического центра работают 20 специализированных отделений и 7 операционных залов. Здесь лечат почти все детские патологии, кроме инфекционных. В практику активно внедряются новые методы, в том числе генно-инженерная биотрическая терапия в эндокринологии, неврологии и кардиологии. Всего за год мы оказываем помощь детям стационарным порядка 10 тысяч. И в год проводим около 4000 операций. Также у нас есть консультативная поликлиника, где есть специалисты по 19 профилям. То есть это практически все специалисты всех специальностей. И мощность поликлиники составляет 350 посещений в день. Сейчас в республике проходит неделя детского здоровья, приуроченная ко Дню защиты детей. В ее рамках врачи проводят профилактические мероприятия и расширяют возможности оказания медпомощи самым маленьким пациентам. Отделение сердечно-сосудистой хирургии нынче отмечает свои десятилетие и готовится к проведению научно-практической конференции, где будут обсуждаться новые методы лечения. Анастасия Пуляева, Екатерина Амосова, Иван Сорокоумов, Якутск. В России до конца 2026 года планируется утвердить документ, который разрешит пассажирам с детьми провозить в самолетах детское питание объемом более 100 мл. Соответствующий приказ уже разработан и утвержден Минтрансом. В настоящее время документ проходит согласование. В министерстве уточнили, что новые правила будут разрешать провоз детского питания, в том числе и материнское молоко, в количестве, необходимом на время полета. Последние штрихи в строительстве адаптивного образовательного комплекса в Якутске готовятся к сдаче детского сада и интерната для детей с особенностями здоровья. Совсем скоро дети придут в большие светлые помещения, оборудованные по последнему слову. Вероника Таюрская продолжит тему.
Сейчас в адаптивном образовательном комплексе обучается 463 ребенка, из которых 328 имеют инвалидность. С вводом детского сада и интерната на 200 и 150 мест соответственно, их количество увеличится. Для этого в дошкольном учреждении создано 14 групп, из которых 10 приспособлены для детей с особенностями здоровья. В детском саду при образовательном комплексе адаптивном, отмечу, все до мелочей продумано, вплоть до рисунков на стенах. Здесь изображены животные с их описанием. Кроме того, здесь будет своя библиотека с местами, где можно будет посидеть. На стенах уже размещены доски меловые, где можно будет изображать все, что вы хотите. Каждая группа оборудована по единому стандарту. Мы видим шкафы, скамейки и, конечно же, зеркала. В каждой группе есть свой туалет и своя мини-столовая. Кроме городских детей, родители которых сами подвозят сюда, да, своих детей, либо организованный подвоз школы, здесь также обучаются и будут проживать дети, те, которые из пригорода, из отдаленных микрорайонов города Якутска, которым добираться трудно. Ну, кроме этого, есть и дети из некоторых улусов. Да, тем самым будет организована соответствующие программы корректирующие по нозологиям обучающихся. Строителям предстоит расставить оставшуюся мебель, провести генеральную уборку и сдать объекты на проверку в государственную комиссию. Само же строительство велось в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Адаптивный комплекс в Якутске крупнейший в стране. Его концепция предполагает непрерывное обучение по системе детский сад, школа, профильное обучение для детей с ОВЗ. Сегодня мы познакомились с опытом, уникальным опытом региона. Прежде всего, это создание комплекса, направленного на поддержку семей с детьми, которые имеют особые образовательные потребности. Я очень надеюсь, что ввод данного объекта поможет в данном случае решению той ситуации, в которой складывается в семье с такими детьми. Это прежде всего оказание развития детей, учитывая их особенности, возможности. До финишной прямой рукой подать. Остаются лишь маленькие штрихи. Так, для комфортного подвоза детей к комплексу ведется строительство прилегающей дороги. Ее завершение запланировано в октябре этого года. Ну а открытие детского сада и интерната адаптивного образовательного комплекса запланировано в первый осенний месяц. Вероника Таюрская, Нюркун Старостин, Якутск. Более 50 лет под водой. Дом жителя по адресу Новокарьерная, 1 каждое лето уходит под воду вместе с участком. Вместе с тем дом, не являясь аварийным, трещит, доски и опоры гниют, что приводит к опасной для жизни ситуации, оставляя пенсионера бороться со своей проблемой практически один на один. Подробности в сюжете далее. Подполье, вот пол плавает, вот, а тут под полом это все в воде. И так каждый день в сырости и почти разваливающемся доме 80-летний Василий Захаров, ветеран труда с 51-летним стажем работы, живет здесь большую часть своей жизни с момента переезда в 1975 году. Сгнил. Это балка лежит. И это бомба стоит. Время и погодные условия не пощадили дом. Он полностью обветшал. Усугубляет положение отсутствие хоть какого-то водостока. Стока нету. Вон там над озером провели улицу, сливни сделали, поставили большие высотные дома, их отсыпали, и вся вода Сайсар тонет. И к концу советской власти дом был признан аварийным. Новая власть, она решила, что это вполне даже комфортабельный, пригодный дом. Самого пенсионера можно записывать в книгу рекордов Гиннесса, ведь еще в 1971 году его многодетная семья встала в городскую очередь на улучшение жилищных условий. Мы, когда советская власть кончалась, мы были 93-й в льготной и 200, сейчас по памяти не помню, надо посмотреть тут, 238 или какой, значит, общей очереди. В 2012 году пришел очередной раз, а там меня нет в списке, вообще нет. Написал заявление, восстановили. И восстановили таким образом, мы
чуть ли не в конце. По решению жилищного вопроса Василий Захаров обращался в различные инстанции, от управы округа до окружной администрации, но точного ответа или решения на свои вопросы не получал. Тем не менее, Сайсарский округ, в свою очередь, предложил помощь по откачке воды. К сожалению, доступа к ассенизаторной машины там нету, так как все завалено бытовым мусором, всякими железными конструкциями и так далее. И было принято решение о снятии стекла оконного проема в выходные дни. Мы отправим туда ассенизаторную машину для откачки талых ливневых вод. Василий Алексеевич написал заявление на признание дома аварийным в Департамент жилищных отношений. Так как дом двухквартирный, требуется коллективное обращение. Заявление должно быть в адрес межведомственной комиссии, установленной формы, а также с приложением необходимых документов, которые не были приложены. В этом перечне документов есть техническое заключение специализированной организации, которое оплачивается собственниками. За долгое время ожидания очереди на жилье и решения на свои вопросы Василий Алексеевич с семьей старались поддерживать нормальные условия проживания. Но погодные условия и время взяли свое. Дом обветшал и подлежит только сносу. Тимур Калмогоров, Иван Сорокаумов, Якутск. В рамках Всероссийской научно-практической конференции «Педагогика детства. Сохранение языков и культур в образовании» в Якутске сегодня стартовала серия практических мастер-классов для педагогов дошкольного образования. В мастерской педагогов ключевой упор сделан на живую демонстрацию авторских приемов, инновационных методов работы с детьми и уникального педагогического стиля воспитателей. Свои идеи представили не только якутские специалисты, но и гости из Бурятии, показавшие технологии формирования грамматического строя речи на бурятском языке у дошкольников. Практические занятия проходят и в детских садах города, где накануне работала площадка по игровым методам обучения. Ну, конечно, формирование языковой культуры ребенка начинается с самого нуля, начиная с дошкольного возраста. И, конечно, нам необходимо очень пристальное внимание сегодня уделить формированию родных языков. У нас в республике мы все знаем, что есть 2 государственных языка – русский и якутский, и еще 5 языков являются у нас тоже важными языками культуры малочисленных народов. Лишь одно из жизненных испытаний. Школьники Якутии сдали основной государственный экзамен по математике. Переживают ли ребята и каких традиций придерживаются, выясняла наша съемочная группа. В руках паспорт, вода, шоколадка и ручка. В общем, золотой стандарт. С таким же набором по всей стране сегодня в аудитории зайдут больше 1,5 миллиона школьников на первый в своей жизни государственный экзамен. И хотя знания по математике сегодня подтверждают все девятиклассники России, такое можно увидеть только у нас. Перед ОГЭ учителя раздают детям якутские оладьи. И вкусно, и полезно перед 4-часовым мозговым штурмом. Родители на нужный лад настраивали тоже традиционным блюдом. Моя мама сегодня приготовила оладьи с утра, чтобы я все сдала хорошо. Настроение в школе позитивное. Все 195 человек математику сдают в родных стенах. Как говорят сами ребята, сильного волнения они не ощущают. К экзамену их готовили весь учебный год. Переживания есть, но про себя чувствую, что сдам. Даже на 4. Немного волнуюсь, но хорошо. У меня не было репетитора, но у нас очень хорошая учительница. Она прям очень хорошо объясняет. Чувствую себя сейчас хорошо. Ничего такого болезненного нету, я не переживаю даже, наверное. Учителя отмечают, если раньше эмоции бушевали у учеников, то теперь, как на иголках, все больше взрослые. Несмотря на то, что школа политехническая с углубленным изучением математики, переживает и преподавательский состав. Сижу за своих ребят, очень волнуюсь. Но дети не волнуются. Ребята, вы волнуетесь? Нет. Уверены, да? Ну дай бог. Пункт проведения оборудован по правилам. Металлоискатели, камеры наблюдения и так называемые глушилки. Штаб сделал все для честности и прозрачности результатов. Очень строго, никого не пускаем. И по приказу только через этот металлоискатель проходит. И здесь как накопитель. И из кабинета, у нас 14 кабинетов. Из каждого кабинета они приглашаются туда. В
Впереди у 9 классов еще 3 экзамена. Это русский язык и 2 предмета на выбор. Таковы обязательные требования для получения аттестата об основном общем образовании. Остается только пожелать школьникам удачи и напомнить: тяжело в учении, легко в бою. Рыжина Гармаева, Илья Сыромятников, Якутск. Доля китайских товаров массового потребления стремительно растет. Китайские экспортеры наращивают в России свое присутствие. Исключением, как видно, не стал и автопром. О новом дилерском центре репортаж нашего корреспондента. Без компании «Колми» невозможно представить 30 с лишним лет столетней истории развития автотранспорта в нашей республике. Начало пути было связано с российскими марками УАЗ и «Лада». Последние несколько лет компания выступает дилером японских, корейских и китайских марок автомобилей. Спустя 33 года практически китайский обновленный УАЗ, можно сказать, стал дилером ВАЗ-212. Для жителей республики это очень хорошая возможность приобрести такой автомобиль и ездить по полному бездорожью по всей республике. Автомобили повышенной проходимости всегда пользовались особой популярностью у жителей республики за свои качества. Это обусловлено и территориально, и тем, что население Якутии массово вовлечено в активные виды отдыха, а здесь очень выручают именно внедорожные качества автомобиля. Потенциал у новой марки повышенной проходимости уникальный. В Гусы ездил, по Гравийке ездил. Но она как УАЗик, только иномарка. Покомфортнее. Покомфортнее. Если его полностью оборудовать, прямо по самый капот может проехать любой брод, пересечь. Вот это вот, конечно, очень впечатляет. Конверсионный завод БАФ, который в начале пути сотрудничал с УАЗ, стремительно начал наращивать свое присутствие в России именно с внедорожной марки. 212 уже хорошо знают по России. Очень много отзывов у блогеров и потребителей. То, что Якутия станет одним из центров распространения БАФ-212, нетрудно было предположить. И руководство дальневосточной дистрибуции БАФ сделало логический шаг. Открыло в Якутске официальный дилерский центр. На данный момент времени это один из самых успешных наших совместных проектов с партнерами. И относительно того объема автомобилей, который уже реализован, и относительно обратной связи от клиентов, которую получаем мы. В данный момент мы уже на территории, на базе партнера «Колми» совместно осуществляем не только продажу, но и полноценное обслуживание автомобилей. Модель 212 пока что представлена в новом дилерском центре одной, но уже очень серьезной комплектацией, сделанной с учетом мнения российских потребителей Adventure Rus. На подходе пикап, укороченная и дизельная версии потенциального китайского бестселлера. Поставки ожидаются уже в ближайшее время. Настольная игра студентки СВФУ Валерии Слепцовой стала лучшей на всероссийском конкурсе «Приоритеты развития Дальнего Востока». Второкурсница филологического факультета получила диплом первой степени в номинации «Социальное развитие». Ее проект «Ал-Лукмас. Путь вежливого слова» объединяет якутскую мифологию и игровые задания, направленные на развитие культуры речи и навыков общения. По словам автора, игра поможет снизить коммуникативные барьеры среди молодежи, а также будет полезна школьникам и иностранцам. В дальнейшем разработку планируют перевести в формат мобильного приложения. Задача игроков – ходить по полю. При попадании на специальные ячейки нужно за 30 секунд вытянуть красную карту с грубым выражением, а затем собрать вежливый диалог из желтой, то есть водной смягчающей конструкции, и зеленой, то есть эвфемизм. Сложил подходящий и верный диалог, двигаешься дальше. Если нет, то теряешь ход. В нашей игре впервые соединяются традиционная якутская мифология, то есть образ священного дерева Ал-Лукмас, и современная теория эвфемистической компетенции. Во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета прошло ежегодное мероприятие «Интернациональный волейбол» с целью поддержки диалога культур и развития физической активности ребят. Якутское землячество выступило организатором события. На соревновании собрались участники 8 команд разных национальностей. В конце состязания участники были награждены почетными грамотами, медалями и ценными призами от спонсоров. Сегодня у нас проходит интернациональный волейбол.
Сегодня у нас среди народов это буряты, тувинцы, якуты, русские. И она направлена на популяризацию здорового образа жизни и сплочение народов. Мы ежегодно проводим это соревнование. И сегодня у нас мужской волейбол, а завтра у нас будет женский. Объявляем лучшего игрока, как и среди женских, так и среди мужских команд. Сегодня у нас команд 8, и завтра на женском тоже будет 8. И от имени Каскиль мы создали команду, и сыграли хорошо. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.